Всем привет! Всем привет! Заходим, зовем команду. Быстренько всех зовем. Сегодня будет реально крутой эфир. Приглашаем всех, кого можете. В бизнесе, не в бизнесе. Пусть все заходят. Добрый вечер. Привет, Атерау. Привет, Айгуля. Зовите команду, всю команду. Отправляйте во все чаты. Напишите в Diamonds, что у нас эфир начался. Круто, 900 человек. Давайте, еще 100 человек, и мы начнем. Давайте стартанем. Приглашайте абсолютно всех. Даже можете пригласить людей, которые вообще не в бизнесе. Маму, папу, пусть все заходят. Пусть все посмотрят наш сегодняшний крутой эфир. Привет, Узбекистан. Привет, добрый вечер, Астана, привет. Сегодняшний эфир будет на русском языке, но где-то, возможно, я буду совмещать с казахским. Да? А вот завтрашний эфир будет на казахском. Если вы вообще не понимаете на русском языке, вы можете сегодня пойти рекрутировать, а завтра зайти ровно в такое же время в этот же канал. И здесь у нас будет эфир на казахском языке. Хорошо? Ташкент, привет. Привет. Окей, наш 1000 человек. Я думаю, что мы можем начать. Круто, что мы за какие-то 5 минут собрали 1000 человек. А если бы мы встречались бы, да, нам нужно было разослать всем этим 1000 людям сообщения, да, сказать, приходи, место арендовать, не знаю, там, платить за место, одеваться, тратить на проезд. Я это просто не представляю. А сейчас вот сидишь дома, да, и такой раз собрал 1132 человек. И никакого зала не надо, и никуда выходить не надо. Я уверена, что многие из вас сидят сейчас в пижамах, в тапочках, да, и просто включили себе прямой эфир. Вы даже можете себе заварить чай, потому что эфир будет идти где-то час, поэтому классно. Итак, давайте познакомимся. Кто меня не знает, меня зовут Мирия Абдрахманова, мне 29 лет, я замужем, в этом бизнесе я со своим супругом Досполом Абдрахмановым. У нас есть ребенок Медина, ей 3 годика сейчас, и мы в Oriflame, как там говорится, мы в Oriflame. Расскажу немножко о нас. Муж до Oriflame работал 12 лет в финансовой полиции. Эфир не сохранится, поэтому всех приглашайте максимум, кто как может. Муж работал 12 лет в финансовой полиции, я работала 9 лет в финансовой полиции. Ну вот плюс-минус свыше 10 лет мы работали в органах финансовой полиции. В принципе, жили, ну как говорится, неплохо. Ни у кого хлеб не спрашивали, да, но как обычная среднестатистическая семья, наверное, в СНГ, это которая живет на квартире. Мы жили на квартире, за квартиру мы платили 80 тысяч тенге, и то мы жили за городом. То есть мы жили не в городе, 30 километров от города, потому что так было удобно, чтобы мужу добираться на работу. Ну, в целях экономии, потому что я же все равно декрет, куда я, господи, выхожу, я лучше буду дома, пускай лучше, типа, меньше будем на бензин тратить, на проезд тратить. Муж уходил утром на работу в 7 утра, ребенок наш спал. Приходил с работы 12 в час, ребенок спал. И были такие времена, когда люди не могли, когда муж не мог видеть своего ребенка целую неделю. Вы представляете, вот так он уходит, приходит, спящего ребенка целует, уходит. И как всегда, вот, у мужа зарплата 160 тысяч тенге, в принципе, неплохие деньги, да, в Казахстане это нормальная зарплата считается, потому что есть зарплата 30 тысяч тенге, 60 тысяч тенге, 80 тысяч тенге. И что? Получаем 160 тысяч тенге зарплата, 80 тысяч тенге на квартиру, 30 тысяч тенге на ком-услуги, и там 30 тысяч тенге на продукты надо. И опять, через 3 дня зарплата заканчивается, и мы перезанимаем деньги. 20 тысяч тенге у подружки, 20 тысяч тенге у того, у другого. Опять следующую зарплату получаем, следующую зарплату опять раздаем долг. И так вот вроде бы нормально жили. Для того времени, для того моего мозга мне было нормально. В принципе, что, все так живут, я так живу. Все живут на квартире, я живу на квартире. Вот было такое мировоззрение. Не было как-то особо даже не мечтала о море, не мечтала о машине, потому что, ну,
с такой жизнью, ну, вряд ли можно было мечтать. Я думала, что когда-то, наверное, будет, ну, как у наших родителей. Когда у них было? Когда им 50-40 лет стало, да? Тогда они могли себе позволить какой-то отдых, тогда они только могли себе позволить там, ну, там красивую мебель, красивые люстры, да, потому что я, например, ребенок СНГ, вот, да, СССР, да, и в принципе, я, ну, такого излишка у меня в детстве не было, ну, жили как могли, да, и, знаете, какой-то был момент, декрет, вот это же есть. Стирка, уборка, готовка, глажка, вот это одно и то же. Муж утром приходит на работу, мне скучно, да, я сижу целыми днями дома, пошла там во дворе прогулялась, там походила, да, наскучила, пришла обратно. И мужу звоню, когда ты придешь, а когда ты с нами погуляешь, а когда мы хоть куда-то выйдем. И, естественно, муж в такое время, он говорил, я сейчас приду, когда я ему мозг выносила, он говорил, я сейчас приду, мы с тобой пойдем в Магнум. Магнум это, получается, супермаркет, где вот мы обычно закупаемся, да, там порошки, рожки, там муку. Он говорит, мы сейчас пойдем в супермаркет. Все, Мирина оделась, накрасилась, потому что это был такой поход куда-то, да. Я такая думаю, вот он приходит, я такая счастливая за то, что я там хожу в супермаркете, покупаю все себе там порошки, мне же надо. Порошки, там мясо купила, вообще счастливая. Я вот так ходила в этом супермаркет, для меня был праздник. И в декрете чем мы занимаемся? Нам же скучно, и мы вносим мозг своему мужу. У меня муж, например, говорил, да, я пойду схожу в бильярд, приду в 11, 2 минуты 12, 5 минут 12, 10 минут 12, и ты начинаешь звонить. А ты же сказала в 11 приду. Потом говорит, ну сейчас 10 минут. Опять ты засекаешь. 1 минута прошла, 2 минуты, 3 минуты. Это не шутки, это не анекдот, это правда. Это так и происходит, когда ты вот так сидишь, и ты все это... И в это время реально время очень долго идет просто. Им, конечно же, так не кажется. И у нас такой был скандал, когда он пришел, он говорит, вот только ты мне звонишь, вот только ты мне звонишь и звонишь, мне уже перед пацанами неловко. Вот ни у кого жена как ты не звонит, а ты как сумасшедший звонишь и звонишь. И он куда-то собирается, говорит, забери меня, а можно я с тобой пойду, а можно я с тобой пойду. И в один день тоже был такой толчок, когда я решила поменять тоже свою жизнь, он мне сказал, вот ты ко мне прицепилась, да, вот жабысып қалмадың ғой, вот так сказал на казахском, это вот как-то ко мне ты прицепилась. Я вот потом, знаете, поняла то, что разве я ради этого вышла замуж, да, вот это все, это неужели мой удел, да, предел моих мечтаний, да, мыть полы, готовить. Я такая думаю, вот что мне теперь делать, что же такое? И у меня была очень сильная такая депрессия, а идти-то никуда не пойдешь, 5-месячный ребенок, куда ты пойдешь? И получилось так, что один из таких будней, да, когда вот все надоело, что вот этот денег не хватает, мужа нет, у тебя ребенок здесь, и ты вообще не красишь, ты можешь просто во двор выйти прогуляться в шортах мужа и футболках мужа. Вот просто. И ты когда выходишь, да, там все так ходят. Все соседки, все такие в рваных каких-то в пятнах. Это было нормально. И у тебя не было конкуренции. У меня, например, не было конкуренции, да, с кем-то там сравниваться. Там. Я тоже так ходила. И, знаете, и в такой момент мне позвонила подружка, которая живет в Шымкенте, это Ахмара Лакоева. И она говорит, Мирия, давай начнем бизнес. А я такая говорю, давай. Потом он говорит, ну, денег не надо, вообще там миллионами никуда не надо вкладываться, а мы же знаем, чтобы открыть бутик надо 1 миллион, чтобы там салон красоты тоже несколько миллионов. А я такая думаю, да, я говорю, классные вложения не надо, а что за бизнес? И она рассказывает, можно путешествовать, можно туда ехать, сюда ехать, она все это рассказывает. А я такая, слушай, я такая уже замечталась, я примерно уже купила машину, примерно уже съездила путешествовать. Я такая спрашиваю, что за работа? Он говорит, никуда не надо, ты можешь просто дома сидеть и зарабатывать деньги. Я говорю, как это? Потом говорит, это Oriflame. Не как у всех у меня началось. Ой, Oriflame мне не надо, я не могу, я там не могу приглашать людей, я живу в пустыне, у меня нету родственников, я живу в пустыне, мне некому предлагать, у меня маленький ребенок, я не могу. Это не мое, я вот так сказала. У меня подружка такая упертая, она начала мне каждый день звонить. Мирия, что там, ну давай. И, честно скажу, я пришла в Oriflame не за деньгами, потому что я в это не верила, не за машины тоже. В моем окружении не было ни одного сетевика, который бы зарабатывал большие деньги. Вот реально ни одного, просто у меня было окружение далеко от этой темы.
Я всегда думала, что сетевые зарабатывают такие 20%, 30% сверху уже есть. Я думала, они перепродают, и только это получают. Она мне звонит, я Ахмарал, что ты хочешь от меня? Вот что мне сделать, чтобы ты от меня отстала? Она мне говорит, купи себе Novage. А реально у меня, вот сейчас, например, это без эффектов Инстаграм получается, да, у меня кожа была не такая. Казахша ертем была. У меня была кожа, да, знаете какая? У меня были расширенные поры. У меня был ужасный блеск на лбу, вот Т-зона. Реально блеск. У меня просто вот на любых фотографиях у меня просто нереально блестело все это, что это просто вы могли просто увидеть свое отражение на моем лице. И были определенные дежурные прыщики, которые выходили именно на свадьбе, которые выходили именно там на Новый год, на 8 марта, когда кто-то пригласил к себе в гости. Вот они именно по праздникам у меня выходили. Вот здесь у меня проблемная зона была, и вот здесь у меня вечно что-то выходило. И вот, 2120 человек, да вы вообще молодцы, я вас люблю. И вот смотрите, я взяла этот крем. Раньше же мы говорим, ой, Oriflame не пользуюсь, я говорила, я там покупаю что-то такое, короче. А вот реальности, да, когда ты живешь на съемной квартире, как бы ты вот так не понтовалась, да, ты не можешь себе позволить купить, например, не знаю, какую-нибудь крутую косметику, весь комплекс, когда у тебя есть умывалка, сыворотка, тоник, дневной крем, ночной крем, вокруг глаз, сыворотка, на нету, потому что вот эта вся сумма, вот эта нормальная косметика в этом комплекте стоит нереально больших денег. Мы же говорим, ой, я не пользуюсь, я там покупаю где-то там Beauty Money. А мы-то покупаем только один крем. Если дневной крем купим, ночного нету. Если ночной крем есть, дневного крема нету. Что такое сыворотка? Я честно скажу, что такое сыворотка, я вообще не знала, что нужно еще сыворотку наносить. Тоник, ну, когда повезет. Если есть, то есть. Если нету, то никогда в жизни я не ходила в магазин, чтобы купить себе тоник, понимаете? И я взяла этот Novage. Ну, я думаю, Oriflame, ну ладно, попробую. И как раз, когда мы, женщины, покупаем себе нормальные вещи, вот когда у нас есть деньги, мы всегда, ой, я лучше дочке колготки куплю, ой, я лучше домой колбасу куплю, ой, я лучше домой мясо куплю. Мы же такие, я тоже такая, я тоже была такая. А когда мы покупаем себе что-то ценное, когда мы поругаемся с мужем, да? Когда ты поругаешься с мужем, ты выходишь в такой магазин, думаешь, неужели я этого недостойна? Да пошло все это нафиг, я себе куплю. И был такой момент, когда мы ругались, вот это бывает, когда мне наскучило, когда мне все это надоело. Я такая думаю, да я что, не могу себе Novage купить, что ли? Я потом мужу говорю, такая злая, я говорю, я хочу себе Novage. Ничего не знаю, а уж муж увидел по моему настрою, что все сложно. Вот хорошо, купи себе Novage. И так я первый Novage твой купила. Купила Novage. Моя подруга не отстает, она мне опять звонит. Мирей, ты же и так покупаешь, ну ты же и так красишься, одеваешься, да? Давай бизнес начни. Я говорю, ну вот опять 25, да, ну опять она вроде бы сказала, что больше звонить не будет, от меня отстанет. Нет, она мне звонит. И потом она говорит, давай я тебя в чат добавлю. Меня добавили в чат. Вот все, наверное, когда вы пришли в бизнес, вы впервые, наверное, попали в чат, да? Вы попали в чат, и в этом чате около 200 человек. И там они говорят, мы полетим на море, мы купим машину, и кто-то там присылает, это машина моя мечта, я хочу полететь в Хорватию, кто-то писал, да? А я такая думаю, мужу показываю, я говорю, ладно, говорю, один человек там фантазер пускай будет, ладно, вторая будет дурой, ладно, там третий будет какой-то недалекой. Ну как 200 человек могут быть такими тупыми, что они могут вот так в чате сидеть и говорить, ой, я поеду на море, ага, поедут. Я вот так относилась. Я говорю, 150 раз поеду. А потом, знаете, я вот просидела в этой группе 2-3 дня, а потом я оттуда вышла. И знаете, только мы можем прийти в свой бизнес и уйти со своего же бизнеса. Я вышла с этого чата, я говорю, да ну там какие-то фантазеры у тебя. И знаете, что я заметила? Вот когда 2-3 дня я вот вышла с этого чата, я заметила, что я разучилась мечтать. Потому что в обычной жизни со 160 тысяч зарплаты мужа я не могла мечтать о море, о машине. А в этом чате были люди, которые об этом мечтали, понимаете? Почему я обратно пришла? Знаете, потому что в деньги я не верила, я капец как скептичный человек. Сейчас. Ну, сколько, позвони моей маме, скажи, пусть мне не звонит. Не знаю я. Простите, эфир немножко завис, потому что мне что-то моя мама стучится. Позвони ей прямо сейчас. И что я говорила? Сейчас. В общем, я вернулась в этот чат обратно.
я не верила ни во что. Даже когда меня моя подружка пригласила, она меня потом познакомила с моим вышестоящим спонсором Газизой. И когда я в первое время, мне казалось, что мой человек, моя подруга и мой спонсор Газиза, они между собой там что-то мутят и меня лохуют. Реально у меня было такое мнение. Я нереально скептичный человек. Я вообще ни во что в жизни не верю. Я вообще такой, знаете. И это для тех людей, которые не верят. Потом такая, я обратно пришла в этот чат. Потом я такая смотрю, зарплату получает. Кто-то, там, наш вышестоящий топовый лидер Майя Бегали получил 1 000 000 тенге. Там кто-то получил 400 тысяч тенге. Это 300 тысяч тенге. Это $1000. Это $2000. Я такая думаю, да что же это такое? А знаете, потом, когда я зарегистрировалась, это было 9 июня 2017 года. То есть я работаю в компании не 10, не 20, не 30 лет. Я работаю в компании всего лишь 2,5 года. Понимаете? Не верите, и зря вы не верите. Сейчас тогда дослушайте мою историю, я вам расскажу, как я тоже не верила в это все. Мой вышестоящий спонсор пригласила меня на банкет директоров. Знаете, почему я пошла на этот банкет директоров? Я пошла ее спутником. Я пошла на этот банкет директоров, чтобы просто одеть это красное платье. То есть я не думала, что я там разбогатею, пойду, там послушаю, научусь. Нет, для меня все это было так далеко. Газиза Байтимирова меня пригласила на это мероприятие, банкет директоров. Это проходило в одном из самых таких люксовых отелей, это Риксос, да. Я такой момент, да, когда у меня платье уже весь декрет висит, примерно уже год висит, а мы никуда не ходим, да, у меня маленький ребенок, уже не хожу ни на свадьбу, ни на что. А я такая, муж пришел с работы, я говорю, я ничего не знаю. Берешь ребенка, я поеду. Он говорит, куда ты поедешь? Я говорю, вот меня пригласили. Куда пригласили? Он говорит, я тебя отвезу. И вот он меня отвез в Риксос. Он меня отвез в Риксос, там красная дорожка, там такие были иномарки, разные люди выходили. А там, получается, муж Сауле Жанабаевой, да, Булат Ага, у нас есть тоже топовый лидер такой, да, он там вышел, мы когда останавливались, он выходил с какой-то крутого джипа в шляпе, с тростью и в белом костюме. Потом муж говорит, это секта. Он говорит, это секта. Ты, говорит, сейчас оттуда выйдешь ненормальная. Я говорю, мне все равно, мне бы лишь бы на людей посмотреть, себя показать, я уже одичала дома. Я зашла, а я такая все равно зашла, типа, что же мне Орифлейм такое сделает? Ну что же он мне там покажет? Я такая захожу на этот Риксос, Уизничек, короче. Я смотрю, там полный зал людей, там реально огроменный зал, полный зал людей. Я такая думаю, ну, ничего себе такая. А потом такие все люди сидят, а я такая стол смотрю, там морепродукты, все такие крутые. Не просто там иди там перекуси и погуляй, да? Реально красивый стол. А потом раз смотрю, на сцене начали, а там, получается, ведущий Таукель Муслим. Боже, вы знаете, да, что Таукель Муслим это просто вот для всех женщин. А я такая смотрю, о, ничего себе уровень, да, Таукель Муслим, там потом Нурлан Унирбаев приехал, потом вот этот Костюшки приехал, я такая уже смотрю. А я потом начала уже по сторонам смотреть, такие туфли классные, там у нее, у другой там такое платье шикарное. Я просто понимаю, что эти люди не такие, как я, они намного круче, они намного красивее, понимаете, их вот это жесты, вот это все, что... И там начали рассказывать историю успеха, кто как... Я оттуда вышла просто, вот знаете, воодушевленная. Когда муж пришел меня забрать, я ему рассказываю. Я говорю, блин, там вот так было, вот так было, вот так было. Он на меня смотрит, все, секта. И ты туда же, теперь тоже будешь, как они. Я про себя думаю, ну если такая существует секта, где миллионы люди зарабатывают миллионы денег, ходят такие красивые, да, к Таукель Муслим, я готова добровольно вступить в эту секту, понимаете? И вот я примерно вот так ехала домой, это 9 июня 2017 года, это меня муж забрал с этого, и я уже про себя с мужем не спорю, я решила, вот здесь я приняла для себя решение. Любой успех начинается с принятия решения. Вот когда вы примете решение, что вот я сделаю, да, и вы это сделаете, понимаете? А теперь вот смотрите, это конец, вот это было 9 июня, это, сейчас я включу видео, да, зрелище не для слабонервных, но тем не менее, посмотрите. Я здесь на уровне 9%. Это, получается, почти один каталог закончился, да, начался второй каталог, то есть это 9 закончился, да, получается, это примерно начало, конец июня, начало июля.
То есть это почти месяц, да, я здесь 9%, смотрите. 7 тысяч тенге. Это я. Это даже съемная квартира. Это не Дина, которая там буквально 5 месяцев здесь, она еще не ходит, видите, она только вот так держится и так далее, там еле-еле сидит. Ей там 5-6 месяцев. И вот смотрите, это моя съемная квартира. И вот знаете, что я здесь делаю? Да? Я вам сейчас расскажу, что я здесь делаю. В общем, я такая сижу, ко мне домой приехали гости, моя подружка приехала, с мужем приехал, да, и мы все такие сидим дома, пьем шампанское, они приехали с Атырау, мне звонит мой спонсор, Газиза Байтимир, я на 9% работала только один каталожечек, она мне говорит, Мирей, там какой-то спикер подводит, нужно на русском языке быстренько провести поздравления для всей топовой организации. Я такая сижу, я говорю, как? Я могла сказать разное, это, видите, это вебинарная комната. Я могла сказать, Газиза Байтимировна, извините, я не могу, потому что у меня нету ноутбука. Я могла сказать, у меня дома маленький ребенок не усыпила. Я могла сказать, ой, нет, я не могу, я боюсь, я стесняюсь. Я могла сказать, ой, у меня там дома гости. Знаете, в моем голове, у меня в мозгу что крутилось? Я думала, если я сейчас откажу Газизе, скажу, что я не могу провести вебинар, она мне никогда больше в жизни не доверит такую возможность. И я такая всем гостям говорю, там это была двухкомнатная квартира, я говорю, вы пока сидите на кухне, я пойду проведу вебинар. И знаете, я пошла проводить вебинар, все ржали. Муж ржал, подружка ржала, муж подружки ржал. Он говорит, ха-ха, секта. И они говорили, вот, типа, и мне муж говорил моим друзьям, она гонит там, с ума сходит, короче, не обращайте внимания, вот так, понимаете? И подружка в голос ржала, это моя лучшая подруга, до сих пор она моя лучшая подруга, вот это те люди, которые мы вместе начали. И знаете, недавно я была, они живут в Атырау, астанчане, но живут в Атырау, у них тоже большой бизнес. Недавно я колесила по Казахстану, Атырау, Актау, Уральск, Ахтубе я была. Тогда я остановилась у них дома, и она говорит, Мирей, вот кто бы... Она говорит, да, что какая-то была совместная фотография, и все ее девочки начали писать ей, познакомь нас с Мирей. Она говорит, Мирей, ты, оказывается, такая знаменитая. И она говорит, вот надо же, да, как ты поднялась, вот надо же, как, да, я помню этот день, как мы к тебе пришли, и мы над тобой ржали, вот надо же так делать, да, вот понимаете, и она вот рассказывает это все, я этот день как сегодня помню, мы все троем как дебилы ржали над тобой, ты там дальше проводил, а я реально, они вот просто рядом сидели, да, вот в этой же комнате, да, там у нас двери не было на кухне, и они там пили шампанское, а я проводила это, потому что Газиза мне доверила поздравления всего топового чата. И, конечно же, я не могла этот момент упустить, я такая начала там рассказывать, ну, это я здесь поздравляю. Вот видите, я здесь поздравляю, вот я вот так сижу. Поэтому мой вам совет, да, мой вам совет, если вам спонсор доверил какую-то вещь, никогда не упускайте эту возможность. Вот скажите, да, кто из вас не мечтал найти на улице пачку денег? Я мечтала. Вот так я думаю, если бы я пачку долларов нашла, что я такая, и мысленно думала, да, я бы там кредит перекрыла бы, да, я бы там маме что-нибудь купила бы, я бы там домой что-нибудь купила, я бы долг отдала, я бы моему ребенку в Марвине игрушку купила. Вот реально, мы же все мечтаем найти большие деньги, да, мы же все мечтаем. Я всегда говорила, типа, Всевышний, дай мне один шанс. Один маленький шанс стать лучше, богаче, краше. Я никогда не упущу этот шанс. Я вот так говорила. И знаете, я каждый день просила Бога дать мне какой-нибудь маленький шанс. И я, знаете, в своих мечтах представляла, что Баян Есентаева говорит мне, Мирей, типа, будь моим помощником, я тебе не буду платить денег, ты просто будешь носить мою сумочку, и все, нигде сниматься не будешь, я тебе нигде рассказывать не буду, это все будет бесплатно. И знаете, я думала, что я бы согласилась. Если бы у меня была такая возможность, я бы сделала все, чтобы там как-то пробиться. И знаете, Бог нам дает каждый день шанс. Каждый день дает шанс. И этот бизнес – это шанс. Вот этот бизнес, вот Аллах мне дал этот шанс. Да, вот через мою подругу мне дал этот шанс. Я могла отказаться, но Аллах мне дал еще один шанс. Он мне дал такую подругу, которая просто от меня не отставала. Каждый день звонила, меня Ахмарал, да, говорила. Это шанс. Понимаете, мой спонсор дал мне шанс провести обучение для всей команды, после которого я стала узнаваемой для своей команды. Это тоже шанс. Самое главное, это все нужно не упускать. Вот просто надо так схватиться и не упускать. А мы же говорим, да, вот вы слышали, да, был человек, который там 5-кратно читал намаз, да, например, который все делал, там, богослужил, все Богу служил, делал прекрасные дела, и было наводнение в его селе, и он такой висит на дереве, стоит, да, потом к нему подходит, короче, на лодке, пойдем, и он говорит, нет, я всю жизнь читал намаз, меня Бог спасет. Он такой дальше сидит, потом какая-то там веточка поплыла, да,
типа, чтобы на него он сел. Он говорит, нет, мне Бог даст шанс, и он там дальше сидит на этом дереве. Потом к нему прилетел вертолет, он говорит, давай, садись сюда, дурак, что ты там сидишь? А потом он говорит, нет, мне Бог сказал, что, типа, ну, я Богу служу, он меня должен спасти. И таким образом он утопился, понимаете? Бог дает шанс каждому из нас каждый день, мы просто его не используем. И этот шанс, который есть в Oriflame, это правда, да? И знаете, и у меня было все как у всех. $1000, $2000, $3000, да? Я вам сейчас покажу одну такую, господи, вам не видно, да, здесь сколько денег? Посмотрите. Или видно? Это просто скрин с экрана. Здесь должно быть 33 тысячи тенге. Видно или нет? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Просто у меня такой экран, то, что у меня расплылся, он не укорачивается, не сужается, я не могу вам показать, сколько здесь денег. У вас это видно? Видно, да? Сколько денег? 33 тысячи тенге видно? Там стоит скидка. 33 тысячи, не видно, да? Окей, ладно, представьте, что это видно, там 33 тысячи тенге написано. 33 тысячи тенге – это моя самая первая зарплата. Понимаете, 33 тысячи тенге. И многие люди говорят, Мирей, у меня нету инструмента, что мне продавать? Вот у тебя классно, у тебя есть дом, у тебя есть машина, ты все продаешь, ты там где-то там отдыхаешь, а у меня нечего показывать. Ребята, мне тоже было нечего показывать. У меня в Инстаграме было 30 подписчиков. Я не родилась блогером, я стала потом вместе с Oriflame это начала развивать, понимаете? И я получила первые 30, даже не на руки, это как скидка, да, получается, сперва же она накапливается в личном кабинете, а потом, когда ИП открываешь, он уже на меня, короче, мне падает, да? Это 33 304 тенге, получается. И когда у меня эти деньги, знаете, я этим зарекрутировала себе людей на звание старшего менеджера. 22% я сделала с этими 33 тысяч тенге, понимаете? Я просто говорю, я когда рекрутировала, знаете, если бы не работающему человеку дать путешествие, все дать, он бы никогда ничего не сделал. А человек, который хочет работать, он будет находить все возможности. Я вот говорила, смотрите, вот я отправляла, я не стеснялась, я говорила, вот 33 тысячи тенге, я работаю здесь месяц, да, вот за месяц мне упали 33 тысячи тенге, да, а вот вы, я говорю, да, возможно, для вас это маленькие деньги. У меня пособие на одного ребенка стоит 12 тысяч тенге. Когда мне поступило от компании 33 тысячи тенге, у меня было такое чувство, как будто я получила пособие за 3 детей. Понимаете, вот так я объясняла. Потом вот этим я рекрутировала, у меня здесь 9 тысяч, это 69 тысяч тенге. Вот следующее. 69 тысяч тенге. Я начала здесь уже рекрутировать на золото, понимаете? Начала говорить про золото, я рассказываю про золото. Вот, я просто умела продавать то, что у меня есть. У меня не было квартиры, у меня не было красивой локации, как сейчас, да? Я просто, знаете, купила посуду 20 тысяч тенге, люминар. Знаете, да, все люминар, посуда вот эта? 20 тысяч тенге стоит набор, коричневая посуда, может, у кого-то дома есть, поднимите ручки, да. Я эту посуду купила, да, и вы можете в моем инстаграме посмотреть, спуститься. Я реально каждый день готовила, потому что себя я снимать не могла, потому что я предлагала красоту, я отнюдь была не особо красивая. Свой образ жизни продавать не могла, потому что я предлагала богатую жизнь, сама жила на съемной квартире, поэтому мне нужно было вытаскивать какой-нибудь выход. Я просто готовила, и люди у меня спрашивали рецепт, я этих людей рекрутировала потом. Здесь следующая зарплата, и даже не это, да, вот. О, классно, хоть один видно. Да? Ведь видите, госпожа Мирей Абдрахманова, мой регистрационный номер, и здесь написано 175 тысяч тенге 988. 175 тысяч 988. Да? Вот это моя зарплата, и я этим уже начала рекрутировать на старшее золото. Понимаете, у каждой моей суммы это был мой инструмент, понимаете? Это был моим инструментом, которым я пользовалась. Пользуйтесь тем, что у вас есть. Вот реально, что есть, надо тем пользоваться. Многие люди говорят, да я начну вести Инстаграм, когда стану золотым директором. Но ты не станешь золотым директором, если ты сейчас не начнешь работать. Если ты сейчас не начнешь вкладывать в свой бизнес время, да, там, деньги, усилия, желания. Вот через некоторое время это 333 тысячи тенге, 837, понимаете? 333 тысячи. Вот моя зарплата. Вот так у меня увеличилась эта зарплата с этого первого дня. И это $1000. Когда мне поступили $1000, я уже начала рекрутировать на Сафира. То есть каждый мой шаг был моим инструментом, потому что никто мне не мог сказать, да, никто меня не мог просто распиарить, никто нам не строил подо мной команду такую огроменную, да, чтобы там раз за каталог выйти на 20, раз за 2 каталога выйти на золото. Я просто понимала, что в этом бизнесе, чтобы работать, я должна как-то двигаться, понимаете? Вот, это мои $1000 премии.
$1000 премии. Итак, видите, курс какой? 312, да? Сейчас уже 450. Эх, да, и смотрите, да, что классно, да, я вот когда открыла старшего менеджера, я такая, только-только открыла старшего менеджера, я говорю, уф, я устала, короче, я говорю, все, и мне Газиза звонит, Мирей, а когда я пришла, объявили Хорватию, я такая думала, не смогу, но я сделала Хорватию, условия Хорватии, это было мое первое путешествие, я туда полетела с нашей командой, 5 партнеров мы полетели туда, и через келесі қазақша эфир обязательно өтемін, ертең қазақша эфир болады, кішкене күтеміз, а келесі каталогта мен сізге қазақша эфир өтіп берем, хорошо? И вот получается, здесь я уже получила $1000 премии, уже там, Хорватия, и вот только открыл старший менеджер, мне звонит Газиза. Это был 11-й каталог, я прям помню, да, что я сделала 20% в 11-м каталоге, мне звонит мой вышестоящий спонсор, он говорит, Мирей, вот сейчас 11-й каталог, если ты в 14-м откроешь золото, ты полетишь в Мадрид на золотую конференцию. Я такая говорю, Газиза, не надо, я не смогу. Он говорит, давай, знаете, вот эта вера твоего спонсора в тебя, это большую роль играет. Когда к вам приходят новички, верьте в них, вот всей душой верьте в них. Не нужно им рекрутировать людей, не нужно за них делать их работу. Вот верьте, то, что они у вас могут стать какими-то знаменитыми, лучшими президентами, понимаете? Вот мой спонсор, да, Газиза Байтимирова, когда я пришла в первый день, вот в красном платье я когда пришла, на второй день я думала, не пойду, там была бизнес-конференция, я думала, я туда не пойду на бизнес-семинар. И на этом мероприятии Газиза сделала так, чтобы я пришла на следующий день. А это когда мы еду, я уже не знаю, как мужу сказать, что мы второй день оставался с ребенком, да. Я такая, пожалуйста, отпросись с работы, ну посиди с ребенком, мне нужно пойти, я хочу послушать. И я на следующий день пришла. Когда я пришла на следующий день в Риксис, вот знаете, да, я никто, я только зарегистрировалась, да, вот вообще никто, меня никто не знает, я вообще там какой-то человек, который вот 9%, который вчерашний, да, и мне Газиза Байтимирова говорит, Мирей, стань возле этого, в Риксисе, стань возле этого, я не понимаю, что она от меня хочет, она меня пофоткала по всему отелю, там, тут, там, я такая про себя думаю, задолбала эта женщина, что она от меня хочет, у меня такое было ощущение, что она от меня хочет, достала, она знаете... Вы знаете, что говорил мой спонсор? Я 9% новичок, она меня впервые в жизни видит. Мы все не были знакомы никогда. Она мне говорит, Мирей, это будет историей. Вы понимаете, вера, каково было? Вот как это верить большим сердцем, да, человеку, которого ты первый раз в жизни видишь? Она говорит, Мирей, это будет история. И знаете, эти фотографии истории сейчас. Сейчас эти фотографии истории. И она мне говорила, Мирей, ты такой... Вот я не знаю, что она во мне увидела, но это было реально так. У меня сейчас прямо мурашки по телу. Жалко, что я не могу вам показать в этом эфире. И она в меня верила. Верьте в своих новичков. Просто вот ваша вера может сотворить с ними просто чудо, понимаете? Если бы она мне не сказала, Мирей, ты сможешь поехать в Мадрид, это так легко, я бы никогда бы не смогла сделать Мадрид. Она мне... Я не скажу, что мне Газиза там приглашала мне людей, регистрировала подо мной людей, строила мне вторую, третью ветку. Нет, она ничего не делала такого. Она мне помогала вести инфочат, она меня обучала, как это все делать, все показывать. Но регистрация, все это было на мне. Понимаете, но она верила с такой силой, что я ощущала вот эту поддержку у нее, да? И вот смотрите, и что вы думаете? Я лечу в Мадрид, понимаете, я лечу в Мадрид, за год я открываю 5 новых званий за год. И там, знаете, сейчас вот, блин, вам так везет, доллар подскочил на такую сумму. Вот реально, вам реально везет. Ну, иншалла, и мне тоже везет сейчас, я не жалуюсь. Но вот в то время, да, компания объявила акцию, тогда было 50 лет Oriflame, это был юбилейный год. Я, знаете, я как подумала, если я зарегистрировалась в компанию в юбилейный год, это не зря, это какой-то знак. Поэтому, если вы тоже зарегистрировались в компанию в юбилейный год, да, вот этот казахстанский, это тоже не зря. Я это восприняла как знак. Я думала, раз я пришла, вот почему я 20 лет назад не пришла? Почему я не пришла 10 лет назад? Почему я пришла 5 лет, даже там 4 года назад? Я пришла сейчас, когда у компании юбилейный год. И компания объявила акцию. Например, сейчас, да, вот спокойно, вот старшего менеджера, там, вы каждый каталог держите, да?
вот беспрерывно, да, получаете 100 тысяч тенге. Закрыли золото и выше 250 тысяч тенге, да, потом там бриллиант 500 тысяч тенге, там свыше исполнительного, да, 1 000 000 тенге к вашей, юбилейный бонус. В то время был юбилейный бонус на любое звание, неважно, хоть там, хотела сказать, обосрись, но нельзя, хоть что сделай, да, тебе там 1 000 000 тенге не заплатили бы, да, если бы ты даже исполнительного открыл, там было 200 тысяч тенге, то есть 200 тысяч тенге за новое звание, которое ты открываешь, то есть это вот премия, да, например, еще плюс 200 тысяч тенге. А я такая сижу, и там говорят 200 тысяч тенге, конечно, для меня 200 тысяч тенге это огроменные деньги до сих пор, потому что я не родилась богатой, да, я не родилась там крутой. Я такая 200 тысяч тенге, я такая про себя думаю, 200 тысяч тенге каждому званию. Я открыла 5 званий, я получила 1 000 000 тенге в общей сложности, вы представляете? Лям получила. Не просто, я не считаю премии, я не считаю зарплату, я не считаю эти путешествия. Я считаю только бонус. Бонус 1 000 000. Вы представляете, это чек для меня, это 6 нулей. У меня никогда в жизни не было 1 000 000, понимаете? У меня никогда в жизни. И вот это ощущение, когда тебя вызывает, хотела сказать, к доске, к сцене, и тебе говорят, там говорили, Мирия Абдрахманова, поздравляем, директор, директор $1000, старший директор $1500, золотой директор $2000, старший золотой директор $3000, сапфировый директор $4000, бриллиантовый директор $6000. И ты такая выходишь на сцену, понимаешь, да, вот это состояние, да, когда ты понимаешь, что все твои бессонные ночи, все твои отказы, все насмешки всех людей, всех, кого только было возможно, да, представить в этом бизнесе, ты просто понимаешь, что ты всем утерла нос. Вот понимаешь, вот на сцене стоишь, и ты думаешь, да блин, кто сейчас крутой? Вот кто сейчас лучше? Кто победил? Я вот стояла на этой сцене, да, и просто вот думала, да я вообще молодец. Вот я стояла на сцене, вот видите, чеки не вмещаются в руки. Я такая, это Мадрид, это, знаете, блин, такое место. Еще после как поздравили, ко мне в номер пришла Анна Орищенко, Айнам Кузарстан, и они открывали шампанское. Это было так классно, это руководство, да, просто вот понимаете, да, вот это ощущение, когда вот это все с тобой происходит. Вот это. И это просто нереально круто. И вот многие люди говорят, да, Мирей, вот как пригласить мужа? У меня муж, ребята, у меня тоже муж был против, мы с ним скандалили, мы даже доходили до развода. Вот реально был такой момент, когда мама мужа сказала, либо семья, либо Арифлейм. Реально. Вот у меня так было, я эту историю никому не рассказывала, у меня так было. И знаете, я понимала, что от меня семья никуда не денется. Вот просто вот, да, я в то время понимала, что я уже крутая, что у меня уже есть зарплата, у меня есть уже премии, да. Я просто знала, что вот эти все конфликты, которые происходят у меня в семье, это временно. Я понимала, что мне нужно сейчас богатеть. Главное, вот для меня, если я сейчас не буду богатеть, мои проблемы всю жизнь будут. Пока мне 50 лет, 60 лет, 100 лет не будет, проблемы в моей семье будут. Я просто понимала, лучше пускай сейчас, пока будет маленькая проблема в моей жизни, чем у меня будет всю жизнь проблема длиною в мою жизнь. Я просто понимала, я говорю, Арифлейм. Вот я реально сказала, извините, Арифлейм. Я не хочу больше так жить. И вот, и что вы думаете, многие люди, вот было, я не могу говорить медленнее, вы можете сохранить эфир, потом перезайти. Я такой эмоциональный человек, я говорю быстро. И вот, смотрите, и что вы, и вот, как я сделала, чтобы муж пришел в бизнес? Как вы думаете? Подарите ему машину. Просто подарите мужику машину. И тогда он увидит, что этот бизнес реальный, что этот бизнес крутой, что этот бизнес лучше, понимаете? Вот подарите мужу машину, помогите просто 6 людям выйти на 22%, и компания Арифлейм вам подарит эту машину, понимаете? Просто подарит, понимаете? Вам не нужно на него копить, вам не нужно на него там не знаю, там, не есть, не пить, чтобы купить машину. Вот она с неба падает вам. 6 людям, 6 директоров, понимаете? И он пошел на следующий день, видите, замотивировал, или, матовым сделал. Видите, обешумку сделал, 2 миллиона вбухал в эту машину, чтобы она была круче и не похожа на всех. Все, мы полетели в Австралию, после Австралии муж присоединился в бизнес. Понимаете? А как сделать, чтобы свекровка была не против, знаете? Хотите лайфхак?
чтобы свекровка была не против, нужно сделать так, чтобы она видела, что у нее сын там не рвет пятую точку на 3 работах, да, не ходит там на улице, не парится о семье, о деньгах, а еще плюс у меня заловка зарабатывать в Oriflame около 200 тысяч тенге, она получила $1000 премии, поэтому я еще и лучшая невеста сейчас, понимаете? Все проблемы, которые происходят, это до того времени, пока это вы решите. А решить можно его званиями, премиями, машинами, путешествиями, новым уровнем своей жизни. И вот, здесь получается, вот, Андрей Людко, Айнам Кузарстан, я, моя мама, мой муж. Здесь нам вручили ключи от машины, получается, видите? И все, вот так легко приглашается муж на работу. Просто легко, понимаете? Нету проблем. Все проблемы в голове, в нашей. Понимаете, и все, после этого вот так мы выходим во всех афишах, то есть мы вместе, мы Мирей Доспол Абдрахмановой, понимаете, а у меня сейчас уже муж обижается, почему на всех этих, на сайте Oriflame твое имя идет первым, вот так он на меня муж обижается, ничего, что он там пришел, когда я была бриллиантом, но ничего, главное рядом, вот понимаете, вот, и вот, смотрите, все премии, да, которые, например, мы получали, да, это как все. Старшим менеджером была сафировым директором, видите, $4000 премии. Это вот на самую первую премию от компании мы купили квартиру. То есть я же вам говорила, мы жили 5 лет в съемной квартире. Я всегда мечтала о своей квартире, вот просто грезила, бывает, что я говорила, хоть пускай 30 квадратов, но пускай маленький, но хочу свой. И мы с компанией Oriflame на уровне сафирового директора мы купили двухкомнатную квартиру в Алмате, сделали ремонт, шикарный ремонт, какой я хотела белую. И у нас теперь квартира, как будто в больнице ходите, потолки белые, полы белые, стены белые, мебель белая, все белое. И вот, сейчас и вот на этой квартире, когда мы переехали, мы прожили буквально 9 месяцев. 9 месяцев прожили. Знаете почему? Потому что мы начали открывать новые звания, получается, да? Мы начали открывать новые звания, это вот, знаете, я вам сейчас покажу. Новые звания мы начали открывать разные, да, вот видите, $6000 потом на нас посыпался, потом мы получили $8000 премии, вот новое звание, $8000 премия, потом мы получили $10000 премии, вы понимаете этот уровень, да, когда ты, и $24000 премии, это наши последние, не дай бог, не последняя премия, но вот крайняя наша премия, это было $24000. Впереди еще $30000, впереди еще $36000 премии, впереди еще $42000 премии, впереди еще $100 000 премии, понимаете, это все реально, это все делается просто сегодняшними вашими усилиями. Сейчас со мной вместе зарабатываю не только я, зарабатывает почти большая команда, это те люди, которые смогли приехать, и вот этот уровень твоей жизни, и вот мы в этой компании, в этой квартире прожили 9 месяцев. Через 9 месяцев мы купили дом в 350 квадратов, 45 соток земли, мы купили этот дом, понимаете? Мы жили в этой своей квартире мечты 9 месяцев. Сейчас мы живем в огроменном доме втроем, получается. Муж, я, ребенок, ну и помощница по дому. Многие люди говорят, да, почему Oriflame нету порошков? Почему в Oriflame нету там духовку, там средств, которые чистят духовки? Почему в Oriflame нету там каких-то химии, которые выводят пятна? Ребята, я рада, что в компании Oriflame не производит такие вещи, как порошки, выводящие пятна и так далее. Почему, знаете? Потому что компания Oriflame учит жить красиво. Компания Oriflame не учит чистить духовку. Компания Oriflame не учит выстирывать пятна. Компания Oriflame учит путешествовать, зарабатывать огроменные деньги, менять свою жизнь, одевать красивые платья. Вот видите, как будто здесь моя свадьба была. Красивые платья, она учит быть в красивых гостиницах, путешествовать по всему миру, ездить на крутых тачках. Компания Oriflame этому учит. И вы знаете, я рада, потому что компания изначально дала мне такой вклад, то что, знаете, сейчас дома, вот благодаря компании Oriflame, благодаря деньгам, которые мне дает компания Oriflame, и возможностям компании Oriflame, ребята, я не знаю, какой у меня дома порошок, потому что благодаря этим деньгам у меня есть дома помощница, которая занимается стиркой, уборкой, чисткой духовок.
И мне параллельно, какими средствами она пользуется, мне главное, чтобы была духовка чистая, и чтобы на моих вещах пятен не было. Понимаете? Вот почему в компании нету. Компания не учит этой жизни. Компания учит жизни более красивым. Компания учит наших женщин любить себя. Любить себя, беречь себя. Понимаете? И поэтому мне просто параллельно, какой у меня дома порошок, чем отмывается духовка, и мне не нужно выводить пятна. Понимаете? Поэтому цените то, что дает нам компания. Понимаете? От этого все начинается. Если бы, возможно, компания научила бы меня драть там духовки, выстирывать пятна, возможно, я бы сейчас сидела бы где-то, тоже выстирывала бы пятна и выводила бы там определенные пятна с духовок. Понимаете? Вот от этого все зависит. Поэтому не еврейская, а европейская, да? Европейский стиль жизни, да? И вот знаете, вот сейчас вот на Мерседесе подъехали, вот смотрите, вот как звезды, папарацци, телефоны, вспышки, мы с мужем такие довольные, понимаете, вот какие мы идем, вот какая жизнь у нас есть. И вот как мы здесь сидим, да? Это на самом деле стоит очень многого. Вот видите? $6 тысяч, $8 тысяч, $10 тысяч, 6 новых званий, это в Австралии, в Сиднее. Мы побывали в свыше 20 странах мира. И вот знаете, и только в нашем бизнесе, смотрите, 2019-2018 сравнение. Второй каталог в 2018 году я получала 517 тысяч тенге. Уже в третий каталог я получала 635 тысяч тенге. То есть за 21 день моя зарплата увеличилась на 135 тысяч тенге, на 140 тысяч тенге, понимаете? За 21 день на 140, на 150 тысяч тенге, даже 150. Вот на какой работе за 21 день вам повысит зарплату на 150 тысяч тенге? Да? И вот разница в год. 2018 второй каталог 517 тысяч тенге, второй каталог 2019 год 1 854 000 тенге. Понимаете, это сравнение. То, что вы сегодня делаете, это не зря, нужно бомбить. Нужно реально приглашать. Многие люди говорят, как вы приглашаете, что делать, чтобы много людей приходило. Понимаете, я вам приведу такой простой пример. В наш проект приходили люди очень знаменитые, у которых были путешествия, деньги, тачки, геленвагены, у которых жили в прекрасном доме, у них уже были моря, машины, понимаете? Это Кешью. Да, Кешью с нами работал. Работал мисс Казахстана, работала жена Икына Тулепбергенова. Понимаете, это правда, вы можете спросить компании, у меня есть их регистрационные номера, они работали. Если бы вот эта жизнь, да, если бы вот эти деньги, мы же говорим, да, ой, у меня нету денег, поэтому я не рекрутирую, ой, у меня нету машины, поэтому я не рекрутирую, ой, я не была за границей, поэтому я не рекрутирую, у меня нету инструмента, мы же так говорим. А вот знаете, вот у этих людей есть все. Но они не добились успеха, они не смогли работать в Oriflame. Знаете почему? Потому что они не смогли это сделать. А вот в прошлом каталоге девочка открывала, я правда забыла, как ее зовут, с нашей структуры, да, открывала звание, но со структуры Газидзе, да, открывала звание старший золото, по-моему, да, или закрыла. У нее было 25 коров. 25 коров. Я уверена, что у нее еще есть дети, у нее еще есть атаине, я уверена. 25 коров она сделала старшее золото. А люди, у которых реально большие деньги зарабатывают, у которых есть все, они не смогли это сделать. Что из этого следует? Не обязательно быть богатой, не обязательно быть красивой, не обязательно быть за границей, не обязательно быть светлой, черной, говорить на русском языке, говорить на казахском языке, разницы нету. Знаете, почему люди одни выигрывают, одни нет? Потому что одни миллион раз готовы предложить, а другие 10 предложений сделают за один день и ноют, что у них отказы. Понимаете? Нельзя в каталог просто взять и 10 людям рассказать о бизнесе, да, потом говорить, ой, у меня не получилось. Да неважно, откуда вы рекрутируете. Рекрутируйте офлайн, рекрутируйте онлайн, рекрутируйте таргетинг, участвуйте в гивах, в рекламах, отписки и подписки делаете, сарафанное радио делаете. Неважно, как к вам приходят эти люди. Важно, чтобы вы просто начали это делать, понимаете? Поэтому то, что вы делаете, нужно делать много. Нужно делать очень-очень-очень много раз. Это нужно просто повторять. Поэтому самое классное, что в этом бизнесе я выиграла, я могу сказать, то, что когда я была новичком, я просто очень много предлагала. Мне было неважно, придет этот человек, не придет, мне было неважно. Мне нужно было предложить, вот все. Я чувствовала себя диктофоном, без эмоций, без стресса, без депрессии, без ничего. И мне не нужен был. И вот мои девочки уже знают мой метод, да, Гульзарка уже говорит, да, нет, следующее,
Не нужно париться, не нужно думать, почему он не согласился. Все люди мира не обязаны приходить в Oriflame, понимаете? Поэтому вам нужно... Я чувствовала, в одно время я убрала все чувства, все задумки. Я себя начала чувствовать диктофоном, который просто говорит. Как начать говорить? Ребята, неважно, как вы говорите. Вот реально неважно. Потому что у меня есть новички, да, которые ныли. Мире, у меня не получается рекрутить. Мире, они мне каждый день писали. Не получается, ноет. И вот некоторые уходили. То, что у них не получалось. Некоторые оставались, которые вот держались, вот буквально там, как сопля на морозе, держались, да, но пережили этот момент, когда вот это становление, когда у тебя речь формируется, когда ты привыкаешь этому говорить. И вот эти люди начали сейчас мне писать просто так: Мирей, представляете, у меня получилось рекруты, у меня начали люди приходить. А я говорю: как вы думаете, что в вашей жизни, что изменилось, что к вам начали люди приходить? Он говорит: я, Мирей, не знаю. Я вот рекрутирую так же, как и раньше. Вот ничего не делаю. Вот как же так? Вроде и говорю то же самое. Вроде бы не была за границей, не купила машину, но люди начали приходить. А я говорю: знаете почему? Потому что вы вот задолбались просто получать отказы, простите меня, да, за такую грубость. И вы просто начали говорить. Вот тупо. Говорить. И в Oriflame ни один день вашего труда не останется неоплаченным. Потому что все отказы, которые я получала на уровне 9%, на уровне новичка, они ко мне сейчас вернулись. Все эти отказы, они ко мне возвращаются в виде рекрутов. Поэтому, знаете, дорогие мои, если вы сейчас ищете рекруты, чтобы стать старшим менеджером, поверьте, на уровне золотого директора вам нужны будут рекруты. На уровне старшего золотого нужны будут. На уровне бриллианта нужны. На уровне президента вам рекруты нужны будут всегда, всю жизнь. Понимаете? Вы никогда не будете отказываться от рекрутов. Поэтому то, что вы сейчас говорите, это ваш рекрут-депозит. Он к вам придет не сегодня, не завтра, послезавтра. Ваша задача, чтобы о вас узнали много людей. Вот реально очень много людей должны просто о вас узнать. Просто соберите отказы. Не собирайте, не надо. Когда вы разговариваете, не нужно ориентироваться на одобрение. Рассказывайте, неважно, откажет, не откажет, рассказывайте. И знаете, когда я только пришла в Oriflame, у меня тоже были насмешки. Люди говорили: ой, ты Oriflame, фу, Oriflame кто-то берет, ой, Oriflame еще такой старый. И знаете, первое время я с пеной изо рта со всеми спорила. Я говорила: нет, вы не так понимаете, это не так, это не то. А потом я просто перестала, я просто стала молчать, понимаете? И когда я даже приходила в гости, мне говорили: о, Oriflame пришел. Мне вот так говорили: ну что там твоим Oriflame? Что там у тебя? Вот с таким видом, понимаете? И вот эти люди, которые вот так говорили, да, они сидят сейчас дома, у них карантин, у них стал бизнес. Я ни в коем случае не радуюсь, нет. Но это факт, то, что они сейчас не работают. Они сейчас не работают, и некоторые из них просят у меня занять денег. А когда-то они же смеялись, они говорили: фу, Oriflame, что ли? Понимаете? А сейчас, иншаллах, у нас такой классный бизнес, который идет. Наш бизнес, вот, я знаете, о чем молила эти дни? Самое главное, чтобы наши КАМАЗы пропускали в разные города, чтобы доставка была. И мне вот без разницы, хоть президент сменится, хоть там что-то случится. Вот нельзя так говорить, но в основном моему бизнесу нету никаких угроз. Самое главное, чтобы мне компания Oriflame Аман болсын, да, чтобы с ним было все хорошо, чтобы люди, которые там работают, чтобы у них было крепкое здоровье, чтобы у них все хорошо получалось, чтобы наши топовые лидеры были нормальны, чтобы у них команды хорошо работали. Все. Мне больше ничего не надо. Доллар повышается, понимаете, мы получаем премии в долларах, да, у нас продукция есть, 99% продукции на складе есть, понимаете, доставка есть. И когда я получаю зарплату там, несколько миллионов, я не плачу за доставку, там, курьерам не договариваюсь, чтобы они, я не парюсь, чтобы они там везли товар. Реально, вот когда вы говорите: у меня 50 отказов и ноете. 50 отказов — это когда вы загрузили в мешок 50 на вейдж, да, вот так на себя вот так закинули мешок, обошли 50 домов, и вот 50 кварталов, и вы пришли домой с этим мешком, и никто у вас не купил ни один на вейдж. И вот в это время можно сказать: я устала, я хочу уходить, этот бизнес не мой, я больше так не могу. Можно реально вот так говорить, когда ты вот так с мешком ходишь. А как мы предлагаем бизнес, ребята? Нужно побояться Бога говорить, что вы устали. Нужно просто бояться Бога, что у многих людей нету такой возможности, нету такого шанса, как у нас, да? Мы просто 50 людям отсылаем аудиозаписи. Ваша работа — нажимать кнопкой, даже кнопок нету, господи, нужно просто на сенсорный экран нажимать пальцем, понимаете, это наша работа с вами. Не усложняйте. Все сложности в нашей голове. И сейчас, например, да, у меня продажи повысились. И у нашей команды тоже продажи повышаются, потому что люди понимают, что такое стабильность. Люди понимают, что 21 век нужно уже меняться на онлайн. И все, что происходит сейчас, это не зря. Я писала пост, что это время новых людей.
новых людей, сильных людей, современных людей, которые готовы перестроиться, настроиться на онлайн-режим, настроиться на жизнь, где преобладает техника. Понимаете, уже не как раньше будет все. Поэтому пользуйтесь этим моментом. Вы сейчас основатели истории. Основатель истории. Oriflame сейчас никогда не был в тренде, как сейчас. Реально, Oriflame никогда не был еще таким крутым, таким востребованным, таким лучшим, понимаете? Сейчас, вот раньше, когда говорил Oriflame, говорили, ой, Oriflame, сейчас таких людей мало. Сейчас люди говорят, вы работаете в Oriflame, я тоже хочу работать в Oriflame. И это круто, и это мы с вами вместе сделали, понимаете? Поэтому нужно просто это все делать, нужно менять свою жизнь, кататься на иномарках, получать огроменные деньги. Люди, которые вы говорите, ой, у меня зона комфорта. Ребята, это не зона комфорта, это зона, не знаю, так и хочется нецензурными словами говорить, но опять же нельзя. Но тем не менее, смотрите, зона комфорта, когда у тебя есть частный самолет. Вот это зона комфорта. Если у вас есть частный самолет, говорите, да, я в зоне комфорта, я не хочу там дальше работать. Зона комфорта, когда у тебя в гараже припаркован Геленваген, да? Вот, это зона комфорта. Вот тогда вы мне можете сказать, Мирей, у меня зона комфорта, я нифига не хочу двигаться. Владимир Полежаев, 2 миллиона 137 тысяч долларов премии. Долларов, ребята, доллар. Этот человек живет в замке. Он поменял не только свою жизнь, он поменял жизнь миллионов людей, которые пришли в Oriflame. У нас самые крутые топовые лидеры, понимаете? У нас самые крутые. Вот реально каждый день они готовы вас прокачивать. Вот кто? Я сейчас могла бы подстричь ногти своему ребенку. Сейчас я могла бы поспать. Сейчас я могла бы посмотреть фильм, уделить своему ребенку время, своей семье время. Но я выбрала вас. Я выбрала, чтобы... Хочу быть полезным. Я хочу, чтобы Казахстан рос. Я хочу, чтобы у нас были нереально колоссальные успехи. И я готова за это впахивать сегодня, чтобы завтра у меня были нереально крутые... Просто крутые результаты. У нас самые крутые топовые лидеры. Просто подражайте им. Ровно делайте то, что делает ваш спонсор. Просто не отставайте. Понимаете, просто делайте ровно столько, не надо больше делать, не надо меньше делать, делайте столько, сколько делает ваш топовый лидер. И компания Oriflame всегда ценит наш труд, всегда. Что бы вы ни сделали, это одаривается цветами, премиями, комплиментами, чествованием на сцене, понимаете, путешествиями, новыми уровнями в своей жизни. Наша Oriflame делает все, понимаете, вот. Чтобы просто посвятили тебе лимузин, на тебе лимузин. И что самое главное нравится мне в этом бизнесе, это то, что это не мешает моей семье. Я не бегу, я никогда не стою в 6 утра, вы никогда меня не видели, чтобы я вставала в 6 утра, куда-то бежала, да? Бежала. У меня сейчас, иншаллах, у меня сейчас прекрасная жизнь, благодаря компании Oriflame. У меня есть дом, где я могу себя спокойно чувствовать, понимаете? У меня есть машина, у меня есть муж, который со мной вместе в бизнесе, у меня есть маленький ребенок, который получит по наследству наш бизнес. Я готова слышать отказы, я готова переходить через миллионы людей насмешек, потому что эти люди будущего моего ребенка и моей семьи не делают. Пусть ржут сколько. Этих людей, будете богатыми, будут люди, которые будут вас осуждать. Будете бедными, их будет еще намного больше, понимаете? И эта возможность Бог вам уже дал. Это все в ваших руках. Понимаете? И дальше это только вы можете изменить. Не надо ждать спонсора, не надо ждать команду. Вот все отражение наше. Если я хорошая, у меня команда хорошая. Если я сама говняшка, у меня тоже команда будет говняшкой. Поэтому цените ваших топ-лидеров. Цените ваших спонсоров, которые вас пригласили в бизнес. Я не перестаю говорить спасибо Ахмару Лахкоевой, моей подруге, за то, что пригласила она меня в бизнес. Потому что благодаря тому, что она пригласила меня в бизнес, я поменяла свою жизнь. Я благодарю Газизу Байтимирову за бесконечную веру в меня. Я благодарю каждого партнера своей команды за то, что они пришли со мной вместе. Я им сказала, айда, пошли, у нас будут деньги. Они пришли. Понимаете, они поверили. Кто-то, наверное, поверил от безысходности. Кто-то, наверное, поверил от того, что нужно было. А кто-то поверил, потому что увидел меня. Я реально благодарна каждому из вас. И каждый из нас мы можем поменять свою жизнь. Потому что здесь зарабатываю не только я, не только Нурия Ахметова, не только Ания Кунгушева, не только Карлыгаш Иманалиева, не только Газиза Байтимирова, да, или другие топ-лидеры. Зарабатывают их команды, многочисленные команды, тысячи людей. Так чем вы?